В эфире еженедельная информационно-аналитическая программа «События недели». С вами Елена Лолуа. Здравствуйте. Летний курортный сезон запомнился не только жаркими днями, но и чрезвычайными происшествиями в горах и на воде, стихийными бедствиями и пожарами. Как Министерство по чрезвычайным ситуациям Абхазии обеспечивает защиту населения и безопасность людей на разных объектах? Об этом и многом другом мы поговорим с гостем в студии. А пока давайте вспомним, что важного произошло на уходящей неделе. По результатам проведенных президентом Раулем Хаджиба консультаций утверждены кандидатуры 13 граждан Абхазии, имеющих особые заслуги перед государством и обществом, которым было предложено войти в новый состав Общественной палаты. Напомним, срок действия нынешнего состава палаты истекает в октябре этого года. Общественная палата состоит из 35 членов, 13 из которых утверждаются президентом, 11 являются представителями местных администраций и еще 11 представителями различных политических партий и общественно-политических движений. Президент Рауль Хаджиб принял бывшего комиссара Совета Европы по правам человека, независимого эксперта Томаса Хаммарберга и его помощницу Магдалену Грона. Это не первый визит Томаса Хаммарберга в республику. На протяжении долгого времени он занимается изучением ситуации с правами человека. Томас Хаммарберг заявил, что высоко ценит проделанную с абхазской стороной совместную работу. Итогом его пребывания в Абхазии станет доклад о ситуации в республике в области прав человека. Президент выразил надежду, что доклад по правам человека, подготовленный Томасом Хаммарбергом, будет объективным. 75% избирателей в Абхазии проголосовали за «Единую Россию». Об этом сообщил чрезвычайный полномочный посол России Семен Григорьев на брифинге в клубе избирателей. Всего в Абхазии на выборах в Государственную Думу проголосовали 20 355 избирателей. На этой неделе в Абхазии находилась бизнес-делегация из Иордании во главе с президентом Ассоциации семьи Абаза в Иордании Хассаном Абаза Чичба. Итогом его визита стало подписание соглашения между Ассоциацией и Торгово-промышленной палатой Абхазии, в рамках которого будут развиваться деловые, торгово-экономические и культурные связи. Конференция, организованная блоком оппозиционных сил и посвященная общественно-политической ситуации в стране, прошла во вторник в конференц-зале гостиницы «Атриум Виктория». В ходе выступлений лидеры блока оппозиции подвергли критике практику частой смены правительства без объяснения причин, дали свою оценку событиям, произошедшим в здании МВД этим летом, прокомментировали обращение премьер-министра Беслана Барцыц к народу и указали власти на, по их мнению, многочисленные нарушения бюджетного законодательства. По мнению оппозиционеров, у власти нет внятной экономической политики, не проводятся реформы, а криминогенная ситуация остается сложной. На первом после летних каникул заседании сессии депутаты парламента приняли в третьем окончательном чтении новый трудовой кодекс. Он вступает в силу с 1 января 2017 года. Все это время Абхазия руководствовалась советским законодательством, регулирующим трудовые взаимоотношения. Также депутаты внесли изменения в постановление об утверждении сметы расходов на содержание Национального банка на 2016 год, отклонили законопроект об электроэнергетике и избрали 4 судей в суды разных инстанций. Делегация из Абхазии во главе с премьер-министром Бесланом Барцыц приняла участие в 5-м международном бизнес-саммите, проходящем на этой неделе в Нижнем Новгороде. Саммит собрал представителей промышленных предприятий, финансовых структур, бизнес-кругов, политиков, ученых и общественных деятелей со всего мира. Бизнес-саммит в Нижнем Новгороде зарекомендовал себя как авторитетная площадка для контактов деловых кругов и органов государственной власти. Премьер-министр Абхазии встретился с губернатором области Валерием Шанцевым, посетил выставку «Будущее России», в которой принимали участие ведущие производители в области промышленности и энергетики. А после участия в деловом саммите в Нижнем Новгороде правительственная делегация отправилась в Республику Мордовия, где приняла участие в круглом столе в автономном учреждении «Технопарк Мордовия». Рассматривались перспективы взаимоотношений с Абхазией. Диагностика слуха в детском возрасте, результаты, возможности. Семинар под таким названием прошел в Сукуми. С лекциями выступила директор Латвийского центра слуха Сандра Кушке. Для реализации проекта Детского фонда ООН по поддержке здравоохранения детей закуплено уникальное оборудование для диагностики и лечения нарушений слуха, которое прибудет в Абхазию в октябре. При помощи современных аппаратов можно выявить нарушение слуха у ребенка на 3-й день его жизни и оказать эффективную помощь. В семинаре принимали участие логопеды, психологи, лор-врачи детских поликлиник, реабилитационных центров со всех районов республики. Новоафонская школа получила в дар около 2000 книг из личной библиотеки известного поэта Александра Бардадыма. В школе также открыт зал его имени. Александр Бардадым воевал в рядах абхазской армии, погиб в сентябре 1992 года, а в 1994 году был посмертно награжден орденом Леона.
В высокогорном селе Псхо Сухумского района в день Рождества Пресвятой Богородицы был освящен храм в честь святого Иоанна Крестителя. Это сооружение создано без единого гвоздя. Его строительство длилось 9 лет. Рельеф местности и отдаленность высокогорного села затрудняли доставку строительных материалов, но цель была достигнута. Храм Иоанна Крестителя построен на пожертвования верующих. Полным ходом идет подготовка к празднованию 23-летия со Дня Победы в Отечественной войне народа Абхазии. В день празднования 30 сентября в Сухуме пройдет акция «Псадгилс Хакустас». Участники шествия пронесут по главным улицам столицы более 2000 фотографий бойцов, сложивших свои головы за свободу и независимость республики во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, а также фотографии погибших при исполнении служебных обязанностей и ветеранов, скончавшихся после войны в результате болезней и ранений. Шествие Бессмертного полка начнется в 13 часов. Далее состоится возложение цветов к мемориалу в Парке Славы и завершится акция на площади Свободы. А 27 сентября, в день освобождения Сухума, на набережной Махаджиров у колоннады состоится другое масштабное мероприятие. Зрители увидят третью заключительную часть музыкального фильма «Харахару Ари Хабы. Песни нашей победы». В отличие от первых двух частей, в которые вошли популярные песни военных лет, в третьей части «Харахару Ари Хабы» будут звучать 8 малоизвестных песен, а также новые песни, написанные на стихи бойцов. Это все, чем запомнилась уходящая неделя, а сейчас узнаем об итогах работы абхазских спасателей за летний период. У нас в студии министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Крицинян. Здравствуйте, Лев Константинович. Здравствуйте. Мы рады вновь вас приветствовать в нашей студии. Спасибо, что нашли время и пришли к нам, чтобы ответить на наши вопросы. Я бы хотела начать разговор с летнего сезона. Как он прошел для МЧС? Вы периодически информировали общественность о всех происшествиях, которые происходили и в горах, и на суше, и на воде. Судя по вашей статистике, за летний период участились случаи пропажи людей в горной местности. Один из таких случаев – пропажа человека-петербуржца. Он погиб. Давайте посмотрим, как проходила спасательная операция по извлечению тела, а потом продолжим наш разговор. Добираться до места трагедии вначале было решено на вертолете. Поисковый отряд вылетел из Сухумского аэропорта. Однако в ущелье реки Кадор им дорогу преградил мощный грозовой фронт. Спасателям пришлось продолжить путь на машинах, а затем и пешком через непроходимые горные чащобы и стремительные реки. Именно обманчивый норов реки Ацгара стал причиной смерти петербуржца Сергея Шимонина. Он решил форсировать, казалось бы, не очень бурную водную преграду, но, по словам очевидцев, подскользнулся и упал на камни. Смерть наступила мгновенно. Двое его товарищей вернулись обратно и обратились к спасателям за помощью по доставке тела погибшего. По словам руководства МЧС, зная спасатели изначально точный маршрут движения туристов, то не пришлось бы 2 суток блуждать по лесу, выискивая пункт назначения. Ведь даже шедший с ними один из туристов весьма приблизительно знал, где оставили тело Шимонина. Спасатели весьма обеспокоены сложившейся в последнее время тенденцией. Даже организованные туристические группы, не говоря о простых отдыхающих, отправляясь в горы, не информируют сотрудников МЧС о своих маршрутах. Хотя турфирмы, организовывающие поездки по республике, должны ставить спасателей в известность о маршрутах движения. Это, в свою очередь, делает невозможным максимально быстро добираться до места происшествия, не говоря о том, что поиски вслепую зачастую весьма рискованы и для самих сотрудников МЧС Абхазии. Здесь нужна и более четкая правовая база. В противном случае вероятность того, что поисково-спасательные операции превратятся в просто поисковые, увеличится в разы. О какой четкой правовой базе идет речь? Что нужно сделать для того, чтобы таких случаев стало меньше? Знаете, в первую очередь для того, чтобы нашим туристам было комфортно отдыхать и любоваться природой Абхазии, необходимо регистрироваться маршрут движения, передвижения именно туристов, которые увлекаются такими сложными видами, как альпинизм. Они договариваются, к сожалению, не зная друг друга, по интернету, создают группу, приезжают сюда в Абхазию, встречаются в условном месте и начинают движение по неопределенным маршрутам для нас. Вот видите ситуацию, которую вы только что фрагмент смотрели. Таких случаев бывает очень часто. К счастью, гибели людей в этом году не так много в горах.
но тем не менее они случаются. Зная заведомо, какая группа, по какому маршруту они двигаются, мы уже налаживаем связи, будут они постоянно на связи, в контакте, тогда нам проще в случае беды оказать оперативно, быстро отреагировать на этот случай, потому что каждая минута очень дорога на самом деле, потому что если мы знали бы маршрут, и мы можем подсказать, сказать, какие могут быть неожиданности, угрозы и так далее. Ну вот в этот летний сезон сколько раз МЧС приходилось выезжать на такие вызовы? Ну, в этом году приходилось выезжать разов 20, наверное, то и больше, потому что бывают иногда очень странные моменты. Вот семья, недавно мы показывали по телевидению, семья, муж, жена, 2 детей, не рассказав о маршруте, выехали, и мы искали их очень долго. К счастью, все обошлось, нашли мы их, они сами вышли в район Псху, но это просто им повезло. 10 дней без еды, без необходимых средств для существования, никаких оборудований, ничего, они как-то выжили. Ну, они выжили, и слава Богу, но таких случаев бывает очень редко, что в таких случаях сложно будет выживать. Просто элементарно все те туристы, которые готовы посетить наши горы и ознакомиться с природой, здесь никакой сложности, просто надо им зарегистрироваться, сказать маршрут, и таких чрезвычайных ситуаций будет меньше. А что происходит? Это отсутствие чувства самосохранения или такая самоуверенность, что они идут без определенного маршрута, без знания местности, они идут в горы с детьми? На мой взгляд, это больше всего безответственность. Они, заезжая в Абхазию, это, с одной стороны, хорошо, чувствуют себя комфортно, уверенно, но, тем не менее, если как-то не ужесточит, я не знаю, какие меры надо принять, в принципе, или в виде штрафа, или предупредить на каких-то постах, чтобы не пропускали, если они не зарегистрированы. Это опять-таки для них же, для безопасности. Для их безопасности. Поэтому, скорее всего, безответственность, потому что несложно. Многие же приходят, некоторые говорят маршрут, сказывают, сколько человек, имеем данные, берем список ксерокопий паспортов, откуда, как, в случае чего, чтобы мы и знаем четко маршрут, и мы уже, если они там не вышли на связь или опоздали там об условном времени, и тогда мы начинаем уже организовывать поиски или принимать определенные меры. Горный туризм в Абхазии начинает бурно развиваться. А если мы говорим о лете, то летом более-менее мы более подготовлены, потому что мы знаем, что очень много туристов. Вот последние 2 года уже статистика показывает, что люди очень стремятся в горы, им это нравится. Но такого не было раньше. Но сейчас дело в том, что скоро будет зима, и зимой немало, можно сказать, даже не меньше туристов, которые вот такие группы абсолютно не зарегистрированы. Тут у нас есть места, где можно и на лыжах покататься, и поэтому иногда выезжаешь, просто делаешь рейды, облеты, это и видишь, смотришь там лыжники группами, неизвестно откуда, как, и вот это все надо брать на контроль, потому что зимой у нас, к сожалению, в горах очень опасно. Вот вы сказали, что прогнозируете риски в зимний период. А какие возможности есть у МЧС для того, чтобы оказывать помощь в горах в зимний период? Ну и в летний тоже, это тоже интересно. Дело в том, что у нас есть ребята, бригада, отряд, которые могут, горноспасательные, да? Которые в количестве 12 человек, которые могут на горных лыжах стоять. И практически, если мы, используя военный вертолет, где-то высадить, и если знать определенный квадрат, организовать поиски мы можем. У нас есть собаки, 2 собаки, которые обычно в прошлом году мы проводили учения в горах, снежные завалы, и результат положительный. Собаки отработали четко. Ну, в принципе,
Сказать, что вот мы на все 100% готовы на зимний период, я не могу, потому что нет соответствующей техники, которые нужны, вездеходы. В горах свои принципы, там нужна отдельная техника повышенной проходимости. Но в первую очередь очень необходима авиация. С вертолетом у нас проблема. На том вертолете, в котором мы летаем, ну, честно говоря, это вот с риском, потому что сейчас уже не летают на таких вертолетах, скажем так. Вот. Я, пользуясь случаем, я вот сейчас только прилетел с Москвы и имел несколько встреч по поводу вертолета, потому что чувствуется, видно, что уже практически без авиации работать невозможно. Реально оказывать помощь. Ситуация на водных объектах, да, какая была этим летом? Сколько человек погибло на воде и сколько получило увечья, и по каким причинам происходили внештатные ситуации на воде? На воде, к сожалению, утонуло 7 человек. В основном это граждане Российской Федерации. На море все это контролировать очень сложно, потому что люди... В основном основная причина – это в нетрезвом состоянии. Вот. После того, как расслабляются, и они начинают состязаться с морем, с волной, они не совсем понимают ситуацию, контролируют, и поэтому случаются такие беды. А так, в общем, относительно с позапрошлым годом берег контролируется, мы проводим... А каким образом вы контролируете берег? У нас есть свои плавсредства. Какие? Катера есть и надувные, и в Гаграх, в Очимчирах, в Сухуми. В случае необходимости мы выезжаем. Но это не говорит о том, что мы готовы перекрыть всю зону ответственности. Каждый санаторий, каждый пансионат, они должны иметь своих спасателей. Они должны подготовиться к летному сезону. Они должны уметь оказывать первую медицинскую помощь. И в случае необходимости уже мы выезжаем на поддержку. К сожалению, пока в этом плане у нас слабо ведется работа. Поговорим теперь о пожарной безопасности в республике. Судя по вашей статистике, количество пожаров не уменьшается. А какие самые сложные, самые крупные пожары были вот за этот год? Пожары, на самом деле, они очень, особенно в городской части в Сухуми, они очень сложные. Дело в том, что есть здания старой постройки. Вот. Там очень сложно определить очаг возгорания, потому что стены, они вот в старое время делалось немножко по-другому, там дранки. Пожар может быть в одном углу, а незаметно выходит в другом конце здания. То есть она как щель, и оно быстро возгорается, потому что при поступлении воздуха она дает возможность быстрому загоранию. Вот. Основная причина, у нас мы прогнозируем на зиму и хотим, и предупреждаем, мы ходим не чуть ли в каждый дом, даем листовки, где расписано брошюрки, как себя вести в случае пожара и так далее. Но основная причина – это, к сожалению, электропроводка. Провода, их надо менять, с этим надо работать, потому что они уже устаревшие, и они не выдерживают те нагрузки. А усиление пожаров – это прямой зависит от увеличения населения. Многие строятся, строительство, как правило, мы в принципе они должны с нами согласовать даже при закупке материала. Какой материал, потому что с чего это сделано. Определенные моменты, допустим, на чердаках, где в крышу они должны обрабатывать специальным раствором и так далее. Много вопросов. И когда все это не соблюдается, конечно, потом случается то, что случается. Они должны проходить согласование, да, в МЧС, и вы должны давать добро на запуск того или иного объекта. Если МЧС не дает добро, то можно его запускать, этот объект?
Вы знаете, как с этим бороться, с этим видом правонарушения? Не только при запуске там того или иного объекта. Они должны согласовать, когда уже проект, когда выделяется участок под строительство, потому что надо усмотреть там место, определенные нормативы соответствующие. И мы должны всю стройку вести вместе. Наши инспектора, инженера должны вместе с ним вести эту стройку, то есть контролировать в том плане, из какого материала. К сожалению, это все на бумагах. На самом деле очень редко кто обращается. Потом уже перед фактом, вот я уже построил, потом принимается решение, мы передаем материалы в суд, через суд уже, вот, ну, если построил, человек потратился. А многие уже научились, знают, что через суд они выигрывают, и они пускают его в эксплуатацию. А что нужно сделать, чтобы менять эту ситуацию? Есть какой-то выход? Да, единственный выход – это поднять штрафы, привлекать к ответственности. Там. И я думаю, тогда исправится ситуация. А вы обращаетесь в парламент с тем, чтобы повысить штрафные санкции? Да, безусловно. На таком решении, на стадии решения этот вопрос стоит. И мы говорили и с президентом, и с премьер-министром, очень часто обсуждаем эти проблемы. Есть полное понимание. Я думаю, что в ближайшее время будет принят соответствующий закон, который будет обязывать выполнять. У нас другого выхода нет, потому что чем больше, тем больше дров мы наломаем. И это угроза не только одного объекта, а прилегающих. Все мы помним пожар на Сухумском рынке. Как пожарные расчеты долгое время не могли пробиться к очагу возгорания, потому что рынок застроен. Вообще, какая ситуация сейчас там на рынке с пожарной безопасностью? Что-нибудь изменилось? Ничего не изменилось. Мы обсуждали не только на Сухумском рынке, во всех районах в Абхазии. Такая же ситуация. Вот так вот пройти сейчас, посмотреть. Мы с телевидением туда ездили, снимали. Практически все объекты проверены, каждый магазинчик, там, каждый ларек, те материалы, из чего сделана обшивка, электропроводка. Все полное несоответствие. Пишем, мы штрафы 150 рублей до 300 рублей. Но для них им легче заплатить, им легче заплатить, это один момент. Второй момент, и когда уже случился пожар, тогда, конечно, с требованием, то там ущерб на миллионы, на 2, это бывает и в складских помещениях и так далее. Вот есть некоторые объекты, вот торгуют там краска, лакокрасочные изделия, которые быстро воспламеняющие, полное несоответствие. То есть тут сплошь и рядом. Здесь надо просто к этому вопросу подойти очень серьезно, и это глобально, можно сказать, и надо все менять. Сразу не получится, но я думаю, что мы потихоньку будем приводить в порядок, потому что руководство очень сильно обращает на это внимание. Президент сказал очень жестко в этом плане. Я думаю, что мы будем делать все возможное. А какая ситуация на объектах Министерства здравоохранения, Министерства образования? Вот как там? Вы проверяли перед началом очередного учебного года школы, например? Да, безусловно. В первую очередь основная задача наша – это проверить детские садики, школы, потому что там, где детишки, где в школах, да, есть определенные проблемы, мы пишем предписания. Все это взаимосвязано с финансами, с бюджетом, потому что в некоторых школах, в селах вообще плачевное состояние. Вот. Ну, в городе еще более-менее, тут садики, определенно новые садики, школы отремонтированы, но и там нету, я практически проверил везде, нету ни в одной сейчас в садике, ни в школах, где чтобы сигнализация работала, чтобы был пульт. Хотя бы план эвакуации тоже нет? Ну, план эвакуации есть, но самое главное – это быстрое реагирование, чтобы сигнализация сработала. Где-то задымление, если его вовремя просто, если не увидит, если сигнализация не сработает, может быть, потом уже будет поздно.
Какие технические возможности есть у пожарной службы МЧС? Ведь когда речь идет о пожаре, счет идет на минуты. У нас есть современная техника, я имею в виду машины. Практически во всех районах достаточно машин. Вот. Машины с объемом, имею в виду емкости на машинах большие, там 7,5, 5,5 тонн. Это дает возможность на первый раз продержаться, пока подъедут другие машины. То есть, в принципе, сейчас недавно наши коллеги с России помогли, купили боевки, это одежда для пожарного. Конечно, каждый раз надо это возобновлять, мы прекрасно понимаем, и наш бюджет, возможности, но сейчас сказать, чтобы для тушения пожара что-либо не хватает, неправильно, это есть. А когда МЧС может рассчитывать, надеяться на приобретение авиационно-спасательной техники, которая может близко подлететь к очагу возгорания и локализовать? Я только что приехал, как говорил, с Москвы, встречался со многими компаниями. Вертолеты, они очень дорогие. Тот вертолет, который нам нужен, оно стоит около 450 миллионов. Конечно, для нас это для бюджета республики наклад. Но есть самые простые, они опасные, определенная угроза для спасателей. Вот. И есть моменты, есть вопросы, которые надо будет обсуждать, можно брать в кредит, могут помочь там со стороны Российской Федерации. И мы разработали несколько вопросов и соглашений. Сейчас будем согласовывать с президентом, с премьер-министром и будем принимать решения. Есть приемлемые условия на несколько лет, чтобы они дали нам кредит. Банк возьмет на себя, а те организации, которые занимаются реализацией, обслуживанием, есть понимание, они на самом деле искренне готовы помочь нам, видят ситуацию, потому что в основном мы спасаем граждан Российской Федерации. Вот. И поэтому я думаю, что не за горами, когда у нас будет свой воздушный транспорт. Скажите, а на что хватает бюджета Министерства по чрезвычайным ситуациям? На выплату, помимо выплаты зарплаты, на что еще хватает? Бюджет небольшой, как во всех организациях. Конечно, если говорить о потребности МЧС, то у нас потребности большие. Но, во всяком случае, на этот год мы рассчитываем на увеличение бюджета. Думаю, что те вопросы, которые остро стоят перед спасателями, мы озвучим, и я думаю, что нам в этом плане поддержат. Вот самые острые проблемы. Самое сейчас, первый вопрос, это те, где расположены наши подразделения, помещение нуждается в ремонте, очень сильно нуждается в ремонте. Это первый момент, потому что условий никаких практически во многих подразделениях. Это первый момент. И инвентарь, оборудование, все сейчас очень дорого. Вот для выполнения задачи в горах, для спасения, очень много нужен инвентаря. Это те же веревки, карабины и так далее. Очень много, потому что они все имеют определенный гарантийный срок. И если даже они на вид целые, нормальные, мы не имеем права пользоваться их, потому что это подвергает к риску наших же спасателей. Поэтому я всегда ставлю задачу в первую очередь это сохранить себя. Мы не допускаем к сложным операциям, допустим, новичков, неподготовленных. Они проходят подготовку и в Российской Федерации, здесь проводим занятия, потому что это очень важно, теоретическая подготовка и практика, необходима. У нас не бывает, чтобы в неделю хоть раз-два не проводили занятия и не проводили какие-то учения, можем сказать, не крупного масштаба, потому что проведение учений крупного масштаба это тоже связано с затратами, это топливо и так далее, много вопросов. Поэтому мы стараемся группами выезжать, проводить и в горах, и на море, и так далее.
Да, личная безопасность сотрудников тоже, конечно, очень важна. В этом году очень часто в результате ливневых дождей затапливала столицу нашу. И МЧС активно принимала участие в ликвидации последствий стихии. А какие риски вы прогнозируете вот до конца этого года, кроме того, что вы говорили об электропроводках, об электроэнергетике? У вас есть отдел, который занимается вот аналитикой, прогнозированием рисков? Очень сложно прогнозировать заранее, допустим, ливневые дожди или сильные снегопады. Не только мы, в наших условиях это практически нереально. Мы получаем информацию, постоянный обмен информацией с Российской Федерацией, с Краснодарским краем, с Сочи, из Центра управления силами Москвы. И в случае каких-то колебаний это сразу передают нам информацию. Если мы видим какие-то определенные угрозы, мы запрашиваем. Мы запрашиваем погоду на 2-3 дня. Но в некоторых случаях просто неожиданно, это вот за последнее время какие-то проливные ливневые дожди в горах, не зафиксированы нигде, и они вот неожиданно, особенно в столице. Вот последние случаи показывают, что вроде ничего не предсказало, ничего вроде не предвещало о каком-то проливных дождей, и видели, в каком состоянии был город, и в тот ночь мы 2-3 часа ночи мы уже практически работали во всех углах. Дело в том, что многие здесь не в каждый дом можно попасть, практически нет ни сил, ни средств на это, потому что спасатели не могут быть во всех домах, во всех. Некоторые недовольны, некоторые очень даже довольны, благодарные за ту работу, которую выполняют наши ребята. Но мы знаем основные точки, слабые места, где в случае проливных дождей, где уровень речки поднимается, и мы знаем практически каждый дом, и сразу без предупреждения мы выезжаем туда, и каждый раз и жители это знают, и мы... Но исправить ситуацию практически очень сложно. Многие говорят, там русло почистить, это согласен, но это надо постоянно поддерживать, постоянно. Это связано с большими затратами, потому что почистил один раз русло реки или ливневки, этого недостаточно, это надо постоянно поддерживать. Не знаю, как по всей России, но вот в Питере я недавно была, там Министерством по чрезвычайным ситуациям внедрена система СМС-оповещений о изменении погодных условий. Допустим, ураган, ветер, и каждый раз приходила СМС о том, что вот предупреждают. Почему бы и МЧСу Абхазии не внедрить вот эту практику для оповещения граждан? Мы пробовали это, делали раньше, да, года 2-3 тому назад, СМС-ки рассылали, когда есть определенная угроза и так далее. Но не очень эффективно, это больше паники. Да? Вы знаете, получит людей, население информацию, что определенная угроза, а потом ничего не произошло, и потом они будут реагировать на эти СМС-ки, и все. У нас горный климат, может что-то произойти в Сухуми, а буквально за 10 километров подальше от города, там уже солнце или наоборот. Не зная об этом... Когда знаешь. Да, когда знаем, мы в первую очередь мы сразу созваниваемся со всеми районами, предупреждаем всех глав района и говорим, что может произойти, и ситуацию контролируем. Ваш аргумент понятен. Пожелаем вам, а значит и нам, всему населению, побольше спокойных дней. Спасибо, что пришли и ответили на вопросы. Спасибо вам. До свидания. Уважаемые телезрители, я напоминаю, что в нашей студии был министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квицидня. Мы продолжаем выпуск. Приятная новость. Братья Хагба из Гудауты, Тимур и Денис успешно прошли этап слепого прослушивания в вокальном проекте «Голос» на Первом канале. Им удалось развернуть к себе 3 наставников и пополнить команду Леонида Агутина. Давайте посмотрим, как братья смогли покорить требовательный слух членов жюри.
blackberries on the vine. Get sweeter all the time. It's like the rain in July. Ooh, it's so romantic. We got the whole thing walking out so blind. And with just the way we're planning, we're in this love together. We got the kind that lasts forever. We got the kind that lasts forever. We're in this love together. Давайте знакомиться, ребята. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас идентифицировать? Мы братья Хагба. Меня зовут Тимур. Меня зовут Денис. Мы из Абхазии, город Гудаута. Очень приятно. Что тут на самом деле говорить? Просто это энциклопедическое исполнение, абсолютно, вкусное, совершенно какое-то... Смотришь на вас Вы и понимаешь, о чем братья-инопланетяне речь вот вообще? вы. О чем речь? Напомним, вокальный конкурс «Голос» состоит из 6 сложных этапов, где по результатам выступления наставники, а потом и зрители отбирают лучших исполнителей. Пожелаем ребятам успешно пройти все туры конкурса и выиграть. На этом я с вами прощаюсь, а наш субботний эфир продолжит концерт группы братьев Хагба «Тим Бенд».